Здравствуйте, дамы и господа! Приветствую всех адекватных россиян. Ассаламу алейкум, уважаемые кавказцы. Кавказцы — это грузины, азербайджанцы, карачаевцы, балкарцы, черкесы, кабардинцы, дагестанцы, чеченцы и ингуши. Автохтонные народы нашего Кавказа. Народы, которые имеют свою историю и территорию на Кавказе. Ассаламу алейкум, братья ингуши, братья чеченцы, вайнахи. Я вас всех приветствую. Прежде чем выйти в эфир, я долго колебался, стоит ли этого делать или не стоит. И все-таки решил выйти в эфир, поздравить граждан Республики Ингушетия с днем нашей родной республики. Вчера, 4 июня, был день Республики Ингушетия. Не знаю, какое у вас ощущение, но у меня ощущение, что моя родная республика уже не родная для меня республика. Почему я так думаю? Потому что в республике отсутствует дух свободы. Отсутствует надежда в завтрашний день. Не то, что в завтрашний день, а даже в день сегодняшний. И как говорил много веков назад Лермонтов: «Люблю отчизну я, но странною любовью». Кстати, за эти слова тогда еще литературные критики начали обвинять Лермонтова в отсутствии патриотизма и любви к родине. И только через века поняли смысл, истинный смысл этих слов, сказанных Лермонтовым. «Люблю отчизну я, но странною любовью». Эти слова, они поняли, что эти слова может сказать только человек, чрезмерно любящий свою родину. То есть у человека чрезмерная любовь к своей родине, он болеет за нее. И таким образом они поняли смысл этих слов, сказанных Лермонтовым. Я их сейчас повторил. Были поздравления от самого главы республики Калиматова, и я хотел бы вас с этими поздравлениями ознакомить вкратце, и дальше мы обсудим эту тему. У нас с вами сегодня необычный такой эфир. Я хотел бы с вами обсудить вот эту тему, что происходит в республике, чего мы добились. Вот. По словам Калиматова, за эти годы республика достигла значительных результатов в социально-экономическом развитии. С каждым днем она становится более уютной, комфортной для жизни, повышается благосостояние людей. Мы стараемся последовательно решать востребованные задачи, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций, формирование туристического кластера, создание современных рабочих мест. Все это делается благодаря упорному созидательному труду, оптимизму и вере в лучшее будущее нашего народа, заявил Калиматов. Много сделано, но еще больше предстоит сделать, чтобы в ближайшем будущем наша республика стала одним из самых привлекательных процветающих регионов, сказал глава. Также он пожелал жителям региона крепкого здоровья, счастья, благополучия, о благодатной земле Ингушетии, мира и процветания. В общем, текст очень хорошо подготовлен рефентурой или спичрайтерами. Спичрайтеры — это те люди, которые готовят тексты, доклады, поздравительные речи для высокопоставленных чиновников. В общем, спичрайтерами очень хорошо подготовлен этот текст. В этом тексте сказано все, буквально все, кроме самого главного для нас. Я уверен, что это самое главное для нас. То есть восстановление территориальной целостности Республики Ингушетия. Я думаю, что вы согласитесь со мной. И вот на эту тему я хотел бы с вами поговорить и прочесть вам еще одно заявление, сделанное Махмудом Али Калиматовым 30 января 2020 года, именно по этой теме. И вот что он сказал. Вопрос установления
административной границы Ингушетии, Северной Осетии требует серьезной проработки. Калиматов заявил Интерфакс Юг 30 января 2020 года. До определения административной границы Северной Осетии необходимо решить проблемы с обустройством ингушей, проживающих в пригородном районе, считает глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Есть закон о реабилитации репрессивных народов. Кстати, мы сейчас вернемся к этому. Сейчас поднимаются вопросы, которые мы получили в наследство. Это очень серьезная тема. Вопрос нужно серьезно проработать. Конечно же, закон о реабилитации репрессивных народов должен исполняться, но прежде нужно обустраивать ингушей, проживающих в пригородном районе. Для того, чтобы мирно сосуществовать, не искать что-то плохое, сказал Калиматов журналистам Агасе. Он отметил, что вопросы установления границ будут возникать и впредь, но все станет на свои места. Для этого нужно созреть, чтобы не было обид у людей. Вот я специально подчеркнул вот эти вот вопросы. Необходимо решить проблему обустройства ингушей. Я думаю, что на нашем канале есть люди, ингуши, проживающие на сегодняшний день на территории пригородного района Западной Ингушетии, которые незаконно находятся в составе Северной Осетии. И вот я хотел бы, чтобы вы прокомментировали вот эти слова. Необходимо решить проблемы с обустройством ингушей, проживающих в пригородном районе. Было ли какое-то обустройство? Помогли ли вам в чем-нибудь? Стройматериал вам дали для восстановления жилья? Неважно с какой стороны, со стороны Республики Ингушетия или Северной Осетии. Дали вам какие-нибудь деньги для восстановления вашего жилья? Вот. Есть реальная помощь или нет? Я хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Вопрос нужно серьезно проработать. Что значит эти слова? Вот серьезно проработать этот вопрос. Дальше. Но прежде нужно обустраивать ингушей. У нас что, какая-то программа по обустройству ингушей в пригородном районе, она работает? Если да, то какая это программа? Я лично не знаю такую программу. И что в конце концов значат слова «для этого нужно созреть», чтобы не было обид у людей? У каких людей? У ингушей, у осетин. Созреть. Мы не созрели до сих пор. За 75 лет мы до сих пор не созрели для того, чтобы вернуть историческую родину ингушского народа. Мы не созрели для этого. И еще раз повторюсь. Необходимо решить проблемы с обустройством ингушей. Проработать серьезно эту тему. Что значит слова «проработать»? Это создаются какие-то комиссии для этого, для осуществления, для того, чтобы закон о реабилитации репрессивных народов заработал, какие-то комиссии создаются. Что по этой теме делается? Я хотел бы просто узнать. Но насколько я знаю, по этой теме ничего не делается. Никакие комиссии никем не создаются. Ну а вот закрепленные слова внизу, вот написанные, надо созреть. Честно говоря, вот эти слова меня немного даже задели. Я думаю, что ингушский народ давным-давно уже созрел для того, чтобы вернуть свою историческую родину, вернуться в свои дома, вернуться в свои районы, откуда они насильственно были депортированы в Среднюю Азию и Казахстан, точнее изгнаны. Многие в Казахстане после уже даже того, как была реабилитация, с тех пор остались в Казахстане и не могут вернуться в свои дома. Только из-за того, что эти дома заняты
беженцами из Южной Осетии, которыми руководство Северной Осетии напичкало ингушские дома какими-то беженцами. Я не понимаю, какие беженцы могут быть с Южной Осетии. Там что, война какая-то была или что там произошло? Вот, понятия я не имею. Ну, а вот то, что сказал уже Юнусбек Евкуров, когда он был главой, ну это вообще, вот сами вот подумайте. В декабре 2018 года тогдашний глава Юнусбек Евкуров назвал преждевременным установление административной границы Северной Осетии, отметив неготовность общества. Опять то же самое. Здесь не созрели, а тут неготовность общества. С учетом существующих реалий, больше внимания он призвал уделять обеспечению межнационального мира и согласия, гармонизации отношений между ингушами и осетинами в пригородном районе. Не понимаю, при чем тут гармонизация? Тут речь идет о восстановлении территориальной целостности Республики Ингушетия, существовавшей до насильственной депортации члена ингушского народа в 1944 году. Тут идет речь о восстановлении территориальной целостности, а не о гармонизации, там, осетин или ингушей. Причем тут гармонизация? Кто хочет, будет жить под юрисдикцией Ингушетии, кто не хочет, будет жить под юрисдикцией Северной Осетии. Я имею в виду осетины или ингуши. Причем тут это? Вот. И вот что он говорит. Это Евкуров заявление такое сделал. С учетом существующих реалий, большее внимание он призвал уделять обеспечению межнационального мира и согласия. И дальше вот говорит Евкуров, тут уже говорится о том, что мы еще, мол, якобы не созрели. То есть ингуши не созрели. 75 лет прошло, оказывается, мы не созрели. Это ж сколько нам еще надо ждать, чтобы мы созрели? Еще 75 или 175? Вы уж не таймите нас, господа, главы республик, нашей республики. Вы уж скажите нам, сколько нам еще ждать. 10 лет, 20 лет, 30 лет. И что мы должны сделать для того, чтобы созреть? Что для этого мы должны сделать? Для того, чтобы созреть. Мы должны поумнеть, мы должны вырасти над собой. Что мы должны сделать? Я просто не понимаю. Я считаю, что эти слова просто оскорбительны для ингушского народа. А тем временем, с момента незаконного присоединения пригородного района ЧССР к Северной Осетии в 1944 году с районом происходят различные административно-территориальные изменения, которые призваны так или иначе осложнить возвращение отторгнутой территории, согласно закону о реабилитации репрессивных народов к Республике Ингушетия. Одним из таких примеров является включение ингушских сел, ранее входивших в пригородный район ЧССР, в черту города Владикавказ. Это населенные пункты Балта, Редант, Длинная долина, Терк, Чернореченская, Изми, для недопущения возвращения ингушских беженцев после событий осени 1992 года. В первых 4 селениях была установлена водоохранная зона. Это пока мы не созрели, пока мы еще созреваем, то есть пока мы еще должны вырасти над собой. Тем временем руководство Северной Осетии все больше и больше принимает законы для присоединения, хоть понемногу, той или иной части пригородного района к городу Владикавказу. И вот эти вот ухищрения, на которые идут, как видится, данные ухищрения имеют 2 цели у руководства Северной Осетии. Отсрочить возвращение ингушей в населенные пункты, через которые проходит военно-грузинская дорога. Первое. Второе. Постраховаться на случай, если закон о реабилитации репрессивных народов все-таки будет исполнен. Вот такие вот вещи, господа.
Поэтому я думаю, что по закону о реабилитации репрессированных народов ничего не делается, никакие комиссии не создаются, никто ничего не делает. 10 лет мы потеряли с Евкуровым, который открыто заявил, что мы еще, мол, якобы не готовы к тому, чтобы решить вопрос об административных границах. То же самое говорит Калиматов, которого я очень сильно уважаю, что мы не созрели, для этого нужно созреть, чтобы не было обид у людей. Ничего не делается. Хотя, неудивительно, если еще не создана Федеральная комиссия по поиску и эксгумации тел без вести пропавших ингушей в 1992 году, то я думаю, что по осуществлению и выработке механизмов по осуществлению закона о реабилитации репрессированных народов не делается тем более ничего. Все, что я сказал в этом эфире, является мое личное мнение. Вас я прошу оставить комментарии, читать комментарии и писать комментарии. В комментариях иногда умные люди пишут умные вещи. И обязательно напишите, что вы думаете насчет этого. И я особо обращаюсь к тем людям, к ингушам, которые живут сегодня на территории Северной Осетии. Что вы думаете об этом? Поступает ли вам какая-то помощь для того, чтобы, как говорил Калиматов, сказал Калиматов, для того, чтобы обустроить ингушей? Какая помощь вам приходила, приходит, дают вам, что, как? Напишите, пожалуйста, в комментариях. На этом я прощаюсь с вами. До свидания, до новых встреч. Всех с праздником. Я желаю вам счастья, здоровья и всего самого наилучшего, уважаемые ингуши.